В сезон шашлыков повышается риск возникновения пожаров. В целях предупреждения чрезвычайных происшествий сотрудники пожарного надзора МЧС и Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии провели совместные рейдовые мероприятия. Евгений Тайтонов продолжит. Майские праздники – время, когда жители повсеместно выходят на природу. Неотъемлемой частью семейных и дружеских вылазок являются шашлыки. Несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности может повлечь за собой лесные пожары. Быстро тушите, или сейчас же составляю административный протокол. Сейчас пожароопасный сезон, период начался же, все сухое. Сейчас ветер будет, потом что будете делать? Со дня схода снежного покрова разжигание открытого огня запрещено, а это значит запрещено и использование древесины при приготовлении шашлыков. Для предотвращения возникновения лесных пожаров специалисты рекомендуют уголь. Пожароопасный период, просто профилактика, предупреждение, инструктажи, чтобы открытых огней не было, чтобы только на углях. Знаем, что это разрешенное место, да, семейный отдых, просто вот чтобы соблюдали меры пожарной безопасности. И чтобы все хорошо отдыхали. Жителям и гостям столицы республики рекомендовано проводить отдых на местах, специально отведенных для предотвращения лесных пожаров. 25-й километр Покровского тракта – один из 3 таких мест. Здесь одновременно отдыхает более 100 человек. Народ все равно после долгой зимы уходит на природу отдыхать. Но вот соблюдение именно правил пожарной безопасности в лесах. Информацию получает от средствах массовой информации. И сегодня наши силы и задачи вот именно людей провести профилактические мероприятия. В основном они соблюдают. Если нарушают, мы в ходе даем им возможность устранить это. Но, как правило, отдыхающих много, а проверяющих нет. За всеми уследить невозможно. Причиной возгорания могут стать не только шашлыки, но и брошенные окурки. Сухая трава, сильный ветер – все это способствует быстрому распространению пламени. Стоит хотя бы вспомнить ситуацию в Забайкалье. Степные и лесные пожары затронули 17 населенных пунктов, уничтожив практически все на своем пути. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск.